Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. В нашем предыдущем выпуске мы немного коснулись темы официального визита абхазской делегации в Сирию. В сегодняшнем выпуске мы намерены представить вам более подробную информацию, причем из первых уст. Напомним, что в конце июня министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц с рабочим визитом посетил Дамаск. Это, кстати, был первый такой визит после смены власти в Сирии, и проходил он в атмосфере бесконечных попыток Грузии как-то повлиять через Турцию на новые власти в Дамаске, которые, по мнению Тбилиси, должны якобы пересмотреть признание независимости Абхазии. По данным грузинского парламента, председатель комитета по внешним связям Николас Самхарадзе встретился со своим турецким коллегом Фуатом Актаем 18 июня. В ходе встречи Самхарадзе предоставил Актаю, цитата, «обновленную информацию о ситуации в оккупированных регионах Грузии» и попросил его оказать содействие в посредничестве с новообразованными сирийским правительством, чтобы оно отозвало свое признание Абхазии и Южной Осетии. Напомним также, что в начале июня Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к предоставлению права на возвращение так называемых внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии, за которую проголосовало 107 стран. И что интересно, Сирия, которая регулярно голосовала против резолюции, на этот раз воздержалась. На таком вот фоне и проходил визит министра в Сирию. Как мы уже вам рассказывали, состоялась встреча министра иностранных дел Абхазии с его сирийским коллегой. Также Олег Барцыц провел ряд встреч с представителями абхазо-адыгских и черкесских диаспоральных объединений. Встретился с послом Абхазии в Сирии, посетил могилу и почтил память известного сирийского писателя абхазского происхождения Фадиля Арюта. Подробнее о том, как проходил визит в Сирию, в интервью нашей передачи рассказал сам министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц. Предлагаем вашему вниманию это интервью. Приветствуем вас, Олег Мусасович, в студии Абхазского телевидения. Хотели бы сегодня поговорить конкретно о вашем визите в Сирию, который недавно состоялся. И прежде всего вопрос такой, как вас принимал ваш сирийский коллега. Уже есть какая-то информация, конечно, мы читали на сайте, но хотелось бы именно от вас услышать, о чем вы говорили, какие были темы и как вы почувствовали, что вас принимают. Добрый день. Да, действительно, недавно состоялся мой рабочий визит в Сирийскую Арабскую Республику. Он чрезвычайно важен для нас. Всем хорошо известно, я думаю, что нашим телезрителям также, о том, какую политическую и государственную трансформацию претерпела Сирийская Арабская Республика в декабре минувшего года. Это были непростые, порой драматические очень события, которые отразились на жизни государства и народа Сирии. Как известно, покинул свой пост в результате народных протестов прежний руководитель Сирийской Арабской Республики Башар Асад, и к власти пришли те силы, которые оппонировали ему достаточно долгое время. Разумеется, было множество опасений, различных толков, экспертных и околоэкспертных мнений и суждений, которые предрекали уже, по сути, вот срочный разрыв наших дипломатических отношений с этой страной. Я хочу сказать, что не вдаваясь в подробности и в некоторые нюансы нашей дипломатической деятельности, потому что, как известно, зачастую межгосударственные отношения, они любят тишину на предварительном, по крайней мере, этапе. Проделана немалая работа. Я с удовлетворением хочу сказать, что все вовлеченные в этот процесс сотрудники нашего внешнеполитического ведомства, нашего загранучреждения в этой стране, то есть нашего посольства, и многие люди, которые содействовали тому, чтобы нам удалось сохранить отношения с нашим партнером, с Сирийской Арабской Республикой, приложили очень значительные усилия. Я это могу с удовольствием, с чувством удовлетворения констатировать.
Разумеется, мы предприняли определенные шаги. Мы активизировали работу с нашей диаспорой в этой стране, а, как известно, абхазо-адыгская диаспора в Сирии довольно многочисленна. И вы встречались, правда же? Разумеется, я об этом могу отдельно рассказать попозже. Разумеется, мы активизировали свою активность в этом направлении. Ну и еще ряд мероприятий провели. И в этом, конечно, мы опирались на данные, которые получали от нашего посольства, от чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Сирии Али Мухаммада и его сотрудников, которые размещены в нашем посольстве в Дамаске. Пользовались консультацией нашего экс-посла в этой стране, Баграта Ращевича Хутаба, который неплохо знает регион и также дал нам ценные пояснения. В результате всего этого наметился алгоритм на нынешнем этапе взаимоотношения с этой важной для нас арабской страной. Начался обмен документооборотом. Я с чувством удовлетворения хочу подчеркнуть, что Абхазию пригласили на 62-ю по счету крупнейшую в регионе Дамасскую ярмарку. Это настоящее событие среди близлежащих стран, среди стран Ближнего Востока, арабского мира. Она проходит, как я уже сказал, вот будет 62-й раз состоится. Это конец августа, начало сентября сего года. Позвольте уточнить, это более политический такой форум или экономический? Чтобы... Разумеется, это экономический форум. Он и сложился как смотр достижений стран региона. Традиционно участвует масса стран, но вот в силу последних политических событий многие, конечно, ставили под сомнение реалистичность проведения этого форума. Но вот, забегая вперед, скажу, что мой коллега, уважаемый министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики, господин Асад Аль-Шайбани, он подтвердил, что ярмарка состоится, эта выставка-ярмарка, крупнейшая, как я уже сказал, в регионе состоится, и они ожидают приезда многих участников из различных стран. Мы также обсудили этот вопрос. Президент Абхазии одобрил эту идею и подтвердил, что мы обязательно будем участвовать в этом важном формате. Ну, то есть вот мы получили такое приглашение, это уже был сигнал о добрых намерениях. Также министр Аль-Шайбани поздравил меня с назначением на пост министра иностранных дел. Разумеется, это вызвало определенные толки в лагере противников наших взаимоотношений. Были критические высказывания и призывы отменить контакты и со стороны представителей Соединенных Штатов Америки. Наши грузинские соседи обращались в различные инстанции. Очень много мер разумеется, да, это все. Приняли по линии Международного комитета парламента. Были попытки выхода на турецких различных руководителей, поскольку у современного правительства Сирии довольно тесные отношения сложились с руководством Турецкой Республики. Однако это все не возымело должного с их точки зрения эффекта. И в результате мы получили ноту с приглашением в мой адрес посетить с рабочим визитом Сирийскую Арабскую Республику. Разумеется, мы не упустили эту возможность. Обсудив это с президентом, мы приняли все организационные меры и отправились в Сирийскую Арабскую Республику. Ну, здесь хочу отметить, что нам оказали достаточно серьезную поддержку и помощь российские дипломаты в Ливане и посол России в Ливане, господин Рудаков, за что мы им благодарны. По прибытии в Сирию нас встретил очень такой солидный, радушный, я бы даже сказал, теплый прием. Мы встретились на границе Сирии, обсудили с представителями, с руководителями Департамента Европы и Департамента протокола наши ближайшие действия.
И в тот же день по прибытию в Дамаск состоялась моя встреча с министром иностранных дел господином Аль-Шайбани. Мы успели пройти по всему спектру наших взаимоотношений, затронули даже такие вопросы, которые лежали в плоскости прежних взаимоотношений. Как известно, в предыдущем периоде состоялось заседание экономического комитета. Это аналог нашей межправительственной комиссии, вот, допустим, по аналогии с Российской Федерацией, Международный экономический комитет. И там были намечены мероприятия. Их был целый ряд, этих мероприятий, по экономическому, торговому, культурному и гуманитарному взаимодействию с Сирийской Республикой. Так вот, в ходе моей беседы с господином Аль-Шайбани он продемонстрировал знание всех этих пунктов, всех этих заложенных в качестве пунктов на перспективу в нашем взаимодействии вопросов и просил, чтобы мы вернулись к обсуждению множества из этих нерешенных до сих пор вопросов. Разумеется, это будет предметом моего доклада президенту и премьер-министру нашей страны. И я уверен, что мы создадим тот формат взаимодействия, который необходим. Конечно, больше всего внушил оптимизм то, что министр иностранных дел подчеркнул свои твердые намерения на дальнейшее сохранение и развитие взаимоотношений с Республикой Абхазия. Это очень радостно слышать. Позвольте мне тут заметить, что, видимо, как раз идет речь не только на определенные очевидные позитивные сигналы, но и тот факт, который вы уже упомянули, что о том, что ранние договоренности тоже все еще имеют свое значение. Мне кажется, что все это вместе, не думаете ли вы, что можно назвать примерно такой игрой на опережение, да, как будто бы она происходит вот сейчас? Я думаю, что это как минимум абсолютно прагматичная и справедливая позиция со стороны руководства Сирийской Арабской Республики. Сегодня Сирия заинтересована в определенных форматах сотрудничества, в том числе с Абхазией, поскольку открываются дополнительные транспортные, логистические возможности для производителей, для тех, кто осуществляет внешнеэкономическую деятельность в Сирии, хотя она находится в непростом, как я уже сказал, сегодня положении. Однако есть тенденции, отменяются санкции. Я очень надеюсь, что наши сирийские партнеры получат вот этот глоток кислорода, в том числе финансового, который последует в связи с отменой санкций, и стабилизирует свое экономическое состояние, сегодняшнее положение. И здесь наша страна может сыграть свою позитивную роль, поскольку наши логистические и транспортные возможности, они представляются для них довольно интересными. Например, порты, да? Разумеется, наши порты. Вот я иногда читаю в соцсетях и так далее разные околоэкспертные мнения, которые говорят, что ну как, ведь логистика, транспортные коридоры лежат через Грузию. Я хочу спросить этих людей, а почему вы забываете про наши портовые возможности? Ведь у нас не прерывалось, может быть, и не в небольших объемах, но никогда не прерывалось торговое сообщение, например, с турецкими портами, такими как Трабзон и так далее. Сегодня у Сирии сложились устойчивые партнерские отношения с Турцией. Мы это видим и не усматриваем в этом никакой угрозы. Наоборот, мы можем использовать свои транзитные возможности для того, как я это озвучил министру иностранных дел, для того, чтобы их товары, которые производятся на территории Сирии, а, как известно, у них достаточно серьезно развито сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. И эти объемы они желали бы доставить на дружественные им рынки, о чем я и поставил в известность министра иностранных дел, подчеркнув, что рядом с нами дружественный масштабный российский рынок. И мы могли бы стать вот этим связующим коридором. Ну, также и белорусский рынок опосредованно, да, может быть, после российского использован. Абхазия не слишком большая страна и, вероятно, не сможет принять весь объем
продукции, которую предложат нам наши сирийские партнеры. Но мы можем с удовольствием доставлять эти грузы на территорию Российской Федерации, оказывать содействие нашим сирийским партнерам. Я, конечно, проинформировал министра о том, что у нас достаточно серьезно меняется инфраструктура, меняются масштабы и темпы нашего сотрудничества с нашим главным стратегическим союзником, с Россией. Рассказал об открытии аэропорта, который уже с достаточно высокой эффективностью принимает и отправляет пассажиров. Пока что только в города Российской Федерации, но я уверен, что настанет момент, когда наш аэропорт будет действовать подлинно как международный аэропорт, в широком значении этого слова. Это все, конечно, вызвало интерес. Кроме того, мы обсудили и вопрос нашей диаспоры, наших братьев, абхазов, адыгов, которые уже много веков проживают на территории Сирии, так же, как и на территории иных близлежащих стран. Это вызвало живой интерес, и я думаю, это существенный фактор в нашем абхазо-сирийском взаимодействии. Позвольте мне тут задать вам вопрос. Я знаю, что были встречи с представителями абхазо-адыгских диаспориальных таких объединений, черкесских. Можно больше, допустим, конкретики, что обсуждалось, какие темы поднимались? Разумеется. Пожалуйста, да, было бы это интересно. Мы сделали знать. упор. Ну, кстати, я хочу сказать, что министр иностранных дел был хорошо проинформирован о том, что в наших планах есть подобные масштабные встречи с нашими соотечественниками, проживающими в Сирии. Он задал об этом несколько уточняющих вопросов, и, естественно, я откровенно рассказал о наших планах. И вот следующий день мы полностью посвятили общению и взаимодействию с представителями абхазо-адыгской диаспоры. Это были 3 различные локации, где компактно проживают наши соотечественники и близкие нам братские народы. Конечно, это вызвало ошеломляющий интерес. Собирались люди, приходили семьями, огромное количество людей. Это было очень и масштабно, и в то же время трогательно, потому что не избалованные, так скажем, вот такими встречами, они проявляли подлинный живой интерес. Мы встретились в 3 самых, как я уже сказал, крупных локациях, которые находятся географически в совершенно разных местах. Это, конечно, было сопряжено с определенными сложностями в формировании маршрутов, с логистикой, поскольку в стране очень непростая ситуация, в том числе и с точки зрения террористической угрозы. Вот буквально за 2 дня до моего визита был теракт, который унес много жизней в церкви. Это, конечно, все действие сил, направленных на дискредитацию, дестабилизацию сегодняшнего правительства Сирии. Поэтому, конечно, с этим были определенные технические нюансы сопряжены, но мы объехали все намеченные нами локации и еще заехали почтить память нашего известного писателя. Кстати, он наш бывший коллега, он в свое время исполнял обязанности заместителя министра иностранных дел Республики Абхазия. Фадиля Арюта. Да? Вот. Его наследие широко известно. Книги находятся, вот мы заехали, посмотрели это хранилище, где лежат книги. Не было физической и технической возможности забрать эти книги, хотя многие представители нашего научного сообщества говорили со мной, обращались ко мне с просьбой помочь. Мы не оставим этих попыток и постараемся изданные книги Фадиля Арюта доставить сюда. Об этом говорим сейчас с различными структурами и сторонами, которые могут нам в этом помочь. Это наш план. Вот. Заехали и в присутствии его родственников вместе с ними почтили его память. На каждой встрече, я хочу подчеркнуть это особо, высказывалась мысль со стороны наших соотечественников, что они по-прежнему ощущают себя неотъемлемой части вот этого кавказского общего некогда нашего пространства. Это, конечно, для нас было очень важно. Они живо интересуются теми политическими и социальными процессами, которые происходят в Абхазии.
Это дорогого стоит. И двух мнений здесь быть не может. Это люди, которые вовлечены в процессы информатизации об Абхазии, они интересуются живо, они хотят поддерживать связи. Разумеется, у них уже сложившийся уклад, сложившийся быт на протяжении многих лет, многих поколений, и они это прекрасно осознают, что они будут жить здесь. Но, допустим, они будут жить у себя в Сирии, но они хотят, чтобы молодежь общалась, они хотят отправлять своих детей и внуков на обучение в Абхазский государственный университет. И я об этом проинформировал их, что, например, позиция и политика нашего АГУ, Абхазского государственного университета, и за это я крайне благодарен Олегу Алексеевичу Гварамия, руководителю нашего государственного университета и педагогическому составу, научному сообществу, которые постоянно создают формат стимуляции, стимулирования вот таких процессов, чтобы наши соотечественники из Сирии могли приехать и получить образование, достойное образование в Абхазском государственном университете. Мы потихоньку увеличиваем количество таких студентов, подписываем дополнительные разрешения на приезд с целью обучения и так далее. Я думаю, это очень важное направление вот такой работы, которая для меня представляется чрезвычайно полезной. Ну, разумеется, многих интересовали взаимоотношения наши с Россией. Мы рассказывали о том, что Россия – это наш стратегический союзник, это страна, которая защитила Абхазию, которая сняла военно-политические риски и сегодня планомерно создает условия для нашего устойчивого социально-экономического развития. Рассказали о многих форматах нашего взаимодействия с Россией, о сегодняшнем положении дел, о том, насколько мы тесно связаны и плодотворно сотрудничаем с нашим союзником и партнером. И это, конечно, вызывало живой интерес у наших соотечественников. Все те встречи, которые были нами запланированы, мы их осуществили, провели, я считаю, на достойном уровне. Ну, о многом просто не скажешь. Не скажешь о той теплоте, с которой нас встречали. Можно сказать даже о нежелании с нами попрощаться, отпустить нас и так далее. Я считаю, что это очень важное направление, и мы должны его развивать. Как бы трудно не было это сделать, мы должны, по крайней мере, гуманитарные вот эти связи, гуманитарное взаимодействие держать на высокой планке. Это мое глубокое убеждение. Через нас, через такие встречи эти люди и познают те процессы, те форматы, которые происходят вокруг нас в более широком смысле. В том числе наши взаимоотношения с Россией, с Белоруссией, с постсоветским пространством, со странами, которые признали государственный суверенитет Республики Абхазия. Мы им рассказали о латиноамериканских странах, которые, значит, с нами взаимодействуют, с кем у нас уже сложились межгосударственные дипломатические отношения. Это также вызывало у них очень такие позитивные эмоции. Это было с энтузиазмом воспринято. Постарались дать максимум информации о том, что сегодня происходит в Абхазии и вокруг нее. Поэтому я считаю, что эти встречи прошли на должном уровне, на большой высоте. Единственное, конечно, что немного тревожило, потому что массовые скопления людей и вот в условиях вот этой террористической активности некоторых сил, конечно, вот об этом я думал прежде всего, но службы безопасности Сирийской Арабской Республики, сотрудники нашего посольства, сотрудники МИДа Сирии, которые нас сопровождали на всех встречах практически, конечно, отработали на должном уровне, и, слава богу, все прошло на хорошем уровне, как я уже сказал, и в очень такой теплой дружеской атмосфере. Большое спасибо за то, что пришли сегодня к нам в студию и так подробно рассказали об этом визите. Хочу от себя сказать, что мы всегда были бы рады слышать вот такую более подробную информацию, чем то, что обычно, естественно, какая-то официальная информация, она важна, но услышать это из первых уст было особенно ценно. Благодарю вас. Спасибо.
К другим темам. Наступило ли похолодание в российско-азербайджанских отношениях или нет? Эта тема, пожалуй, стала одной из важнейших в регионе в последние дни. На эту тему высказываются многие аналитики и эксперты. Сказал свое слово и политолог Сергей Маркедонов. В журнале «Профиль» вышла его статья под названием «Из-за чего испортились отношения Москвы и Баку». И вот основные тезисы этой статьи. В российско-азербайджанских отношениях началось похолодание, причем уже второе за год. В этих условиях стоит задуматься, случайны или закономерны такие колебания политического климата, задается вопросом Маркедонов. Газета «Коммерсант» даже утверждает, что двусторонние отношения, цитата, вошли в самый острый кризис в постсоветской истории. Остроту нынешнего кризиса ни в коем случае нельзя недооценивать, но думается, что корни этого разлада уходят намного глубже. И трагическая история со сбитым лайнером и история с задержаниями в Екатеринбурге лишь усугубили системные проблемы, которые годами предпочитали не замечать, повторяя как мантры слова о партнерстве и союзничестве, не видя или не желая видеть принципиальные разночтения и расхождения, отмечает эксперт. Весь постсоветский период отношения Москвы и Баку развивались нелинейно, пишет Маркедонов. На протяжении последнего десятилетия 20 века на Южном Кавказе не Грузия, а Азербайджан или Армения были главной проблемой для России. Вехой, от которой принято отсчитывать новый период в двусторонних отношениях, стал визит Владимира Путина в Баку в январе 2001 года. Затем российский лидер еще 7 раз посещал Прикаспийскую республику. В феврале 2022 года Москва и Баку подписали декларацию о стратегическом взаимодействии. Этому не помешало, что днем ранее Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Однако на протяжении последних 24 лет наши отношения не были безоблачными. Для Азербайджана приоритетом было восстановление территориальной целостности, а для России сохранение сложного баланса сил в Кавказском регионе и своей роли в этом балансе. При этом Азербайджан последовательно поддерживал территориальную целостность Украины, а также оказывал Киеву всестороннюю помощь, отмечает эксперт. Когда важнейший для Азербайджана карабахский вопрос был, так сказать, решен, ситуация пошла по не слишком благоприятному для России сценарию, уверен Маркедонов. Он пишет: найдя свои ключи к Карабаху при беспрецедентной поддержке Турции, Азербайджан стал тяготиться влиянием Москвы. В этом главная причина того, что никакой геополитической компенсации по схеме Баку вместо Еревана не получилось. Да и не могло получиться, уверен Маркедонов, какие бы иллюзии кто по этому поводу не испытывал. Далее он продолжает: в Баку поймали кураж, возвращение Карабаха, укрепление военно-стратегической кооперации с Турцией и Израилем, сдержанно позитивное отношение к Азербайджану на Западе, оккупирование проблем и противоречий с Ираном превращают Прикаспийскую республику в весомую региональную единицу. К сожалению, этот процесс сопровождается определенным головокружением от успехов. И любой инцидент становится лыком в строку, но не инциденты, возникающие время от времени, создают проблемы, а системные расхождения в целеполагании двух стран. Это не делает кризис вечным и неразрешимым, но понимать фундаментальные вещи, не сводя все к тактическим сюжетам, необходимо, уверен политолог Сергей Маркедонов. На этом сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.